Сәлеметсіздер ме достар, бүгінгі видео сабағымыздың тақырыбы етістіктің ауыспалы шағы. Переходное время глагола. Переходное время глагола используется в двух случаях. Когда говорится о действии, совершаемом обычно, делал, делаю и буду делать. Или говорится о будущем. Время определяется настоящее либо будущее по контексту. Примеры, в которых говорится об обычном совершаемом действии, ауыспалы осы шақ. Обратите внимание. Мен қызметтік хат жазамын. Я служебное письмо пишу. Здесь обратите внимание, перевод вам дано прямой, потому что мы хотели донести вам смысл казахского предложения. Второе. Мен теледидар көремін. Я смотрю телевизор. Я телевизор смотрю. Это обычно повторяющееся действие, которое происходит ежедневно. Третье. Мен сағат 6-да оянамын. Я просыпаюсь в 6 часов. Я в 6 часов просыпаюсь в переводе. Мен қазақша жақсы түсінемін. Бірақ нашар сөйлеймін. Я по-казахски хорошо понимаю, но плохо говорю. Сен қайда оқисың? Ты где учишься? Сен бос уақытта музыка тыңдайсың ба? Ты в свободное время музыку слушаешь? Сен қазақша сөйлейсің бе? Ты говоришь по-казахски? Сен оны танисың ба? Ты знаешь его? Сіз диванда ұйықтайсыз. Вы спите на диване. Обычно повторяющееся действие. Сіз әдетте не жасайсыз? Что вы делаете обычно? Переводится здесь прямой перевод, что вы обычно делаете. Сіз қай пәтерде тұрасыз? Вы в какой квартире живете? Сіз қазір қайда жұмыс істейсіз? Где вы сейчас работаете? Сіз орысша сөйлейсіз бе? Вы по-русски разговариваете? Давайте теперь рассмотрим такие варианты, примеры на переходное время, когда оно используется в значении будущего времени. Будущее время бізде келер шақ. Мен ертең қызметтік хат жазамын. Здесь указывается у нас время, конкретное ертең, значит завтра. Это у нас, соответственно, будущее время. Я служебное письмо пишу. Второе. Мен келер жылы жақсы оқимын. Я в следующем году хорошо буду учиться. Третье. Мен сағат 6-да оянамын. Я завтра встану в 6 утра. Как вы заметили, на переходном будущем времени используется конкретное время, которое указывает на будущее время. Слова такие ертең, оның арғы күні, немесе кешке и так далее. Вопросительное предложение в переходном времени. При образовании вопросительных предложений есть один нюанс. Когда задаются общие вопросы с вопросительными частицами в третьем лице единственного и множественного числа, окончания «dd» не добавляются. Например, Айнур театрға бара ма? Айнур в театр идет. Ол ертең имтихан тапсыра ма? Он завтра сдает экзамен. Алмас келер аптада ауылға жүре ме? Алмас на следующей неделе в аул едет. Ол жұмыстан ерте қайта ма? Он с работы рано вернется. Анар дүкеннен азық-түлік ала ма? Анар в магазине, из магазина продукты возьмет. Ол кешке теледидар көре ме? Он вечером телевизор будет смотреть. Вы можете встретить вопросительное предложение с окончаниями третьего лица, но грамматически это неверно. Ол таңғы ас дайындайды ма? Она завтрак готовит? Верно будет. Ол таңғы ас дайындай ма? Осымен бүгінгі сабағымыз тамам. Келесі көріскенше қош сау болыңыздар.